Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. 8 лет назад в Якутии появился детский технопарк «Кванториум». Он был создан с целью ранней подготовки инженерных и научных кадров для экономики региона. Каковы успехи, какие научные исследования волнуют юных айтишников? Об этом сегодня поговорим с гостем студии Михаилом Неймоховым, руководителем детского технопарка «Кванториум» в республике Саха-Якутия. Михаил Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала вот о чем. Я так понимаю, направления деятельности у «Кванториума» самые разные, и форматируются они в зависимости от потребностей экономики. Чем сегодня дети занимаются в «Кванториуме»? На данный момент в «Кванториуме» есть 11 направлений по естественно-научному направлению, инженерно-техническому направлению, и получается по всем этим направлениям дети занимаются. Самые такие популярные направления у нас это робототехника, IT-направление, 3D-моделирование, графический дизайн. То есть по всем этим направлениям дети занимаются у нас начальных классов до 11 класса. Во время, получается, когда дети занимаются, наши наставники, педагоги их обучают во время занятий. И помимо этого ребята разрабатывают свои проекты, то есть свои разработки. Это могут быть робототехнические, это могут быть сайты, разработка сайтов, рисование на графическом планшете. То есть по всем современным направлениям, которые требует наше время. Вот. Хочу про робототехнику поговорить. Я, насколько знаю, это направление, которое вот как появилось оно вместе с созданием «Кванториума», так и не сбавляет популярности до сих пор. Один раз мне довелось с детьми посоревноваться в создании вот этих моделей из пластмассовых деталей. Уделали меня они просто как тузик-грелку, что называется. Что дает детям робототехника помимо мелкой моторики? Помимо этого, тут идет такой... Ребенок начинает более конструкторское мышление развивается, и получается техническое творчество тоже очень сильно развивается. И при конструировании и программировании ребенок уже мыслит, как вообще состоит устройство, да, как собираются те или иные роботы, какие-то другие оборудования, да, которые встречаются в его жизни. И все это под чутким руководством наших педагогов-наставников. Это у нас ребята с младших классов начинают обучаться, начальных классов, и до, получается, среднего и старшего звена. То есть идет такой принцип преемственности. То есть это не просто создать себе радиоуправляемую игрушку, это еще и понять, допустим, как устроены, те же, там, не знаю, пылесосы и прочие другие изобретения человечества. Еще одно направление последних лет популярное 3D-печать, 3D-моделирование, о котором много говорим. Вот если такое направление в «Кванториуме», что печатаете? У нас есть направление «Хай-тек цех», где ребята работают в программном обеспечении 3D-моделирования. То есть сначала дети разрабатывают 3D-модель оборудования на компьютере, подбирают размеры, характеристики, и только после этого могут распечатать на 3D-принтере, на лазерном станке вырезать, то есть воплощать виртуальную модель уже материальную. То есть это могут быть какие-то сувениры, могут быть, да, какие-то небольшие там, какие-то детали, да, детали от роботов, например, корпусы, вот это все. Это такое, получается, комплексное занятие. Да. То есть нужно себе на принтере напечатать деталь для будущего верно. робота. Как раз таки для участия в различных конкурсах так и делают ребята. Дорабатывают свои роботы с помощью моделирования тех или иных деталей. Сегодня, к слову, празднуется такой неофициальный праздник, День детских изобретений. Есть ли те изобретения, поделки ваших воспитанников, которыми вы гордитесь, которые действительно воплотились в жизнь, вот так вот как-то практически уже пригодились или даже помогли? У нас есть очень много направлений, где ребята уже реализовали свои прототипы, макеты, да. Это могут быть, например, как раз такие наша воспитанница со своей командой Кузьмина Света реализовала свой беспилотный дрон, который анализирует состояние воздуха в городе Якутске. И получается, они взяли квадрокоптер, закрепили на него
специальные датчики, которые анализируют состояние воздуха в тех или иных районах города Якутска. И тем самым собирает данные, и тем самым уже идет анализ состояния воздуха. А это инициатива детей или вот они под руководством преподавателя к этому Ага, подходят? тут получается комплексно, потому что у них была идея еще, когда тут стоял смог, это еще летом было, и ребята задались вопросом, чтобы в каких же районах города Якутска более воздух такой чистый, да, и оттуда уже ребята уже начали своим педагогам, наставникам уже начать реализовать свою идею. Потому что идея сама по себе ничего не стоит, а чтобы ее добить, нужно уже провести анализ, мониторинг, чтобы какие-то уже числа и цифры были. Ну вот, к слову о наставнике и вообще о наставниках, тех, кто работает с детьми в кванториуме, кого привлекаете для работы, как ищете кадры? Ага. В конторе у нас наши педагоги имеют образование, инженерно-техническое образование, технического направления и вообще по IT-направлению тоже имеет свое образование. Вот. Вообще, получается, так как Кванториум реализует именно инженерно-техническое направление, да, но мы, например, от наших будущих кандидатов педагогов требуем, чтобы техническое направление было. Вот, потому что в работе с детьми тут очень близко сопряжено с компьютерной техникой, с роботами, с пайкой. Вот все это как раз таки очень активно используется. И во время работы, например, нужно что-то отремонтировать, например, 3D принтер ремонтировать, там, лазерные станки, все это требует технического мышления. Вот. А педагогическая составляющая? Это немаловажный аспект для того, чтобы каждый наставник был в первую очередь педагогом, потому что образовательное учреждение она предоставляет образовательные услуги, вот, и поэтому педагог в первую очередь, и только потом уже может быть инженером, айтишником. Технарем. Да, технарем. Если говорить об оборудовании, на котором работают дети, в целом об оснащении кванториума, чем богаты? Ага. Оборудование кванториума сейчас отвечает всем требованиям, современным требованиям. Условия все есть для того, чтобы ребенок развивался в кванториуме. То есть те же самые робототехнические наборы, 3D принтеры, лазерные станки, то есть компьютеры, графические планшеты, все это относится к оборудованию, которое непосредственно применяется в реализации образовательной деятельности. Вот, потому что вот это оборудование, да, это все в будущем, на данный момент уже применяется в реальной жизни. Все промышленность, все это применяется. А есть ли, Михаил Владимирович, какие-то разработки, которые у ваших подопечных, у ваших преподавателей, которые вышли на страну, может даже на мир? Вот, допустим, из недавнего улетели в космос Спутник. Спутник, да. Ага, да. Это тоже в том Да, числе и все ваше верно, да. преимущество? Потому что, получается, буквально в конце прошлого года, 28 декабря, да, 28 декабря был запущен малый космический аппарат «Чолбан». Данный аппарат разрабатывали воспитанники кванториума. Это было еще начато в 2017 году. Ребята начали реализовывать данный проект совместно с нашими педагогами Юрием Николаевичем, Карлом Артуровичем. Под их чутким управлением ребята реализовывали. Они уже давно сейчас уже выпускники, уже взрослые люди, работают. У них есть своя компания космического аппарата, да. И вот как раз-таки вот на запуске вот данного спутника, да, наши воспитанники кванториума, клуба «Юный астроном» съездили и посмотрели, как запускается вот космический аппарат. Судьбу спутника продолжайте отслеживать. Да, все только начинается, потому что вот в конце января уже начинает первые данные спутник будет отправлять к нам, и наши воспитанники совместно с педагогами будут уже анализировать, уже провести кое-какие измерения, которые уже дает данный спутник. У вас, то есть, получается, здесь еще и заработала какая-то по типу обсерватории? Да. Компактной. Ага. И помимо этого еще у нас есть, в прошлом году мы выиграли 2 грантовых проекта, и на эти средства мы провели ремонт, закупили оборудование, и 2 кружка у нас работают, ребята занимаются, и в конце ноября мы торжественное открытие сделали во Дворце детского творчества, и уже наши
воспитанники, да, уже занимаются своими педагогами по астрономии. Хочу еще поговорить немного о достижениях воспитанников. По всей стране активно ведутся соревнования среди воспитанников кванториумов. Сейчас в республике «Шаг в будущее» гремит. Участвуют ли ваши дети в подобных состязаниях? Да, ежегодно наши воспитанники участвуют в региональных, всероссийских конкурсах, начиная с муниципального этапа, заканчивая международными. Ну, например, могу привести тот же самый наш «Шаг в будущее». Сегодня как раз-таки торжественное закрытие будет, где наши воспитанники, 5 участников уже стали призерами. И помимо этого у нас есть другие конкурсы, где мы являемся площадкой. Например, это всероссийский конкурс по робототехнике «Робофинист». Мы являемся операторами данного конкурса, и наши воспитанники и все дети республики участвуют в данном. Михаил Владимирович, вопрос, что называется, насущный возник. Как записать ребенка к вам в кванториум? Чтобы родитель записался к нам в кванториум, они заходят на сайт Дворца детского творчества. Там есть все ссылки, где могут родители выбрать интересующие их направления и через госуслуги записать своего ребенка. Родители вместе с детьми выбрать, конечно же. Да, это все верно. Это внеурочные занятия, внеклассная вся деятельность, которая после школьных занятий в удобное для ребенка время. Да. Давайте о планах на год грядущий. Какие цели ставите перед собой? Что дети планируют? Да, в этом новом году у кванториума очень много планов. Это получается внедрение новых образовательных программ, реализация социального заказа и получается участие наших воспитанников уже в перечневых конкурсах, в конференциях, в соревнованиях и привлечение уже промышленных и экономических секторов, чтобы еще лучше реализовать наши образовательные программы. Ну и, конечно же, продолжать следить за судьбой Чулбона. Я, насколько понимаю, миссия у него на ближайшие 3 года, что и вместе с детьми, что называется, подглядим за тем, что происходит над нашей республикой. Михаил Владимирович, я благодарю вас за интересную беседу. Желаю вам, вашим воспитанникам, новых достижений, новых открытий в году наступающем. Спасибо. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.